Салам алейкум, хурматле милләттәшләр, хау дуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Комитета Башкирского национального движения за рубежом. Меня зовут Руслан Габбасов, я являюсь руководителем этого комитета. В апреле 2023 года на Курултае Башкирского национального движения за рубежом был представлен и принят проект будущего независимого Башкортостана, который написали я и мои соратники. И на сегодняшний момент это единственный проект, которым мы описываем, каким мы видим будущий независимый Башкортостан, каким он будет. И сегодня это второй выпуск. В первом выпуске мы рассказали о том, каким мы видим будущее Башкортостан, какая будет форма управления. Мы сказали о том, что мы видим будущее Республики Башкортостан парламентской формы управления, потому что это наиболее точно, скажем так, подходит к характеру нашего народа. И также мы там рассказали о территориальном устройстве, каким мы видим будущее территориальное устройство. Мы сказали о том, что сегодняшние 54 района Республики Башкортостан, они по нашему мнению, их слишком много, их нужно укрупнять, что существенно сэкономит бюджет республики. И будущее название тех территорий, которые образуются, административное устройство которых, мы назвали кантонами. Сразу здесь надо оговориться, что они никакого отношения к кантонам сегодняшней Швейцарии не имеют. Почему кантоны? Почему мы выбрали название кантоны? Потому что именно так назывались административные устройства, административные территориальные деления в первой Башкирской республике, Республике Башкортостан. Там они назывались кантонами. Так вот, по нашему проекту у нас в республике образуется 22 кантона. Мы также перечислили там столицы этих кантонов, административные центры, скажем, да, этих кантонов. Вот. Также мы сказали, что в тех или иных кантонах, где компактно проживает тот или иной народ, допустим, татары, марийцы, чуваши и так далее, там может вестись образование на языке этого народа. То есть, начиная с детского сада, заканчивая высшими учебными заведениями. То есть, допустим, если в Бишбулякском районе проживает много чувашей, в Бишбулякском кантоне, да, проживает много чувашей, и там может вестись образование на чувашском языке, с детского сада, заканчивая высшими учебными заведениями. Но здесь надо оговориться, что высшие учебные заведения по нашему проекту могут быть на языке других народов, могут быть только частными. Государственные высшие учебные заведения будут только на башкирском языке. Единственный государственный язык Республики Башкортостан будет башкирский язык. Русский язык будет иметь официальный статус межнационального языка на 30 лет. Почему на 30 лет, тоже я объяснил в первом выпуске. Итак, продолжим обсуждение нашего проекта. Сегодня мы поговорим о политическом устройстве республики и кантонах. Итак, Башкортостан – республика, чья власть формируется ее гражданами. Каждый гражданин Башкортостана имеет право голоса на выборах в Госсобрании Курултай. Это нижняя палата парламента, которая будет утверждать правительство Башкортостана, так и в палату кантонов. Это верхняя палата парламента, представляющая избранную власть кантонов, как в голосовании по одномандатным округам, так и в голосовании по избирательным спискам партий или коалиций. Президент Башкортостана выбирается на совместное заседание двух палат Национального собрания. То есть парламент, название у него будет Национальное собрание, который будет состоять из двух палат. Нижняя палата – это Госсобрание Курултай, и верхняя палата – это палата кантонов. Отдельную систему составят органы, призванные гарантировать конституционный строй республики, включая Конституционный суд Башкортостана. Здесь, наверное, понятно, да, то есть, что Конституционный суд будет отдельной ветвью власти, которая будет не подчинена никому, независимая. Высшим органом власти республики, формирующим ее исполнительную и судебную власть, будет двухпалатный парламент, Национальное собрание, так мы его назвали. Нижняя палата парламента – Госсобрание Курултай, верхняя палата парламента – это палата кантонов. Законы Башкортостана принимаются Нижней палатой, Госсобранием Курултай, и вступают в силу после подписания президентом. Госсобрание Курултай состоит из депутатов, избираемых по одномандатным округам и спискам республиканских партий и коалиций. Я уже в первом выпуске тоже сказал о том, что в будущем независимом Башкортостане все федеральные партии
сегодняшние будут запрещены. Вообще, то есть осуждены даже будут такие партии, как Коммунистическая партия сегодняшняя и партия «Единая Россия». Вот. В будущем независимом Башкортостане будут действовать только республиканские партии. Они могут быть разного направления. Это могут быть либеральные партии, это могут быть консервативные партии, это могут быть национальные партии, это могут быть религиозные партии, это могут быть зеленые, это могут быть социалисты и так далее. Левые, правые, какие угодно. Главное, чтобы эта партия набрала 5% барьер и прошла в Госсобрании Курултай. Дальше. Правительство Башкортостана. Башкортостаном руководит его правительство. Кандидатура главы правительства вносится президентом и утверждается Госсобранием Курултай, то есть Нижней Палатой. После чего он назначает исполняющих обязанности министров. Верхняя палата парламента, палата кантонов утверждает министров в должности. То есть глава правительства назначает исполняющих обязанности министров, а уже их утвердить в должности должна Верхняя палата парламента, палата кантонов. Госсобрание Курултай может сместить правительство, после чего президент должен внести в него новую кандидатуру главы правительства. В случае неспособности Госсобрания Курултай утвердить нового главу правительства после смещения предыдущего в течение 3 месяцев президент объявляет досрочные выборы. Ну, здесь, наверное, понятно, да? То есть Нижняя палата Госсобрания Курултай, состоящая из депутатов разных партий, может сместить правительство в любой момент, если что-то ее не устраивает, после чего президент уже назначает нового главу правительства и так далее. Ну, я уже зачитал это, да? Дальше. Президент Башкортостана. Какие обязанности, полномочия у него? Президент Башкортостана, избираемый на совместном заседании депутатов Госсобрания Курултай и представителей Палаты кантонов. То есть он избирается на совместном заседании Национального собрания 2 палат, Нижней и Верхней палаты, и выполняет представительские и конституционно-арбитражные функции. То есть представление кандидатуры главы правительства, подписание законов и объявление досрочных выборов. Президент может быть досрочно смещен с должности за превышение своих полномочий на совместном заседании Госсобрания Курултай и Палаты кантонов на основании заключения Конституционного суда Башкортостана. Президент обязан знать государственный язык Республики Башкортостан. Но здесь тоже, в принципе, все понятно. Здесь хочу отметить то, что мы будем строго следить за тем, чтобы президент Башкортостана знал башкирский государственный язык. Потому что, кроме Муртазы Рахимова, последующие 2 правителя Республики Башкортостан, управленцы, то есть Рустем Хамитов и Ради Хабиров, они не владеют башкирскими языками. А также кандидаты, которые баллотировались в главы республик, в президенты республик, они также не владели башкирским языком. Мы помним, много различных было их, там и Сухарева всякие, и кого только не было, многие они вообще не владели. Это даже такие кандидаты в президенты будущего независимого Башкортостана даже не будут допускаться, если они не будут владеть башкирским языком. Дальше. Палата кантонов. Это верхняя, как я сказал, Верхняя палата парламента. В Палату кантонов избирается по 2 представителя от каждого кантона. Избираются гражданами Башкортостана, зарегистрированных в соответствующем кантоне. 1 представитель назначается в Палату кантонов от главы кантона, 2 представитель в Палату кантонов избирается на всеобщих выборах данного кантона. То есть понятно, да, что какой-либо кантон, допустим, Нефтекамский кантон, да, как у нас там есть, или Уфимский кантон, они назначают 2 своих представителей в Верхнюю палату парламента, в Палату кантонов. Первый представитель назначается от главы кантона, который также будет избираться жителями этого кантона. А 2 представитель будет избираться на всеобщих выборах этого кантона. 2 представитель в Палату кантонов, да? Палата кантонов одобряет, то есть это Верхняя палата, да, одобряет принятые Госсобранием Курултай законы и предлагает ему к принятию свои законы. Палата кантонов утверждает предложенные главой правительства кандидатуры министров,
а ее депутаты участвуют в избрании президента на совместном заседании с депутатами Госсобрания Курултай. Ну, наверное, здесь тоже все понятно. На этом все. Надеюсь, все понятно. Что непонятно, пишите в комментариях, будем обсуждать. В следующем выпуске мы будем обсуждать экономику независимого Башкортостана. На этом все. Хау булават. Хурматле милләттәшләр. Осыр шаңа тиклем.